Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Азыркы учурда биз Мекке шаарындабыз. Биринчи кезекте зыярат, андан соң жумуш сапар менен дагы бул жакта өзгөчө чыгарылыш кылып отурабыз. Биз бул жакка жүргөнүбүзгө карабай силерге дагы өзгөчө чыгарылыш дайындап койдук. Нома ТВ телеканалы менен биргеликте түндүк түштүк жолубузду бириктирген өзгөчө ош бишек жолу жана ошондой эле Тажикстан, Өзбекстан жолдорду бириктирген жолдор тууралуу силерге айтып беребиз. Анткени бул жолдо бир көчкү түшүп же бир кырсык боло турган болсо, бул биздин экономикабызга дагы өзгөчө таасирин тийгизет. Ошонун негизинде экинчи жолубуз альтернативдик жолду азыркы учурда салуу иштери жүрүп атат. Ошол тууралуу сөз болот. Биз менен бирге болуңуздар. Строительство еще одной трассы, которая будет соединять северную и южную часть страны, это самая необходимая острая проблема была. Новый участок Север-Юг проходит по живописным, но сложным горным ландшафтам. Открытие Север-Юг несколько раз передвигалось в связи с строительной технологической особенностью нашего региона и климата. Для преодоления рек и ущелий построены новые современные эстакадные мосты и тоннели, многие из которых являются самыми крупными в стране. Длина его составляет 3890 метров, высота над уровнем моря 2500 метров. Азыркы Бишкек ош жолуна альтернатива катары, себеби дегенде Бишкек ош жолу катары, Бишкек ош жолуна бир 3 ашуудан өтсөк, а бул жакта андай ашуулар почти жок экен. Новый маршрут значительно улучшит связи между регионами и условия жизни горных сообществ. Перевозка пассажиров и грузов станет гораздо комфортнее, сокращаются затраты времени и повышается регулярность рейсов. Мурун эгерде нарын аркылуу Казарманга 7-8-10 саатта бара турган болсо, бүгүнкү күндө 4 саат, 5 сааттын ичинде Казарманга биздин каттоочулар жетип атат. Кыргызстан – это страна величественных гор, кристальных озер и перевалов, которые словно разделяют, но одновременно и соединяют регионы нашего государства. Наши ландшафты поражают своей красотой. Глубокие ущелья, снежные вершины, бескрайние пастбища, которые веками служили путями кочевников. Но там, где природа дарит нам великолепие, она же создает и вызовы. Дороги в горах никогда не бывают простыми. Именно поэтому вопрос транспортной связанности в Кыргызстане – это не просто техническая тема. Это вопрос жизни людей в отдаленных селах, возможности торговать, учиться, лечиться и путешествовать. Это вопрос того, насколько мы можем объединять север и юг не только географически, но и экономически, социально и культурно. В стране, где расстояние часто измеряется не километрами, а высотой перевалов и сложностью рельефа, создание новой альтернативной магистрали Север-Юг стало не просто очередным строительством. Это попытка преодолеть природные барьеры и превратить их в возможности для развития регионов, для ускорения перевозок и для большего единства внутри страны. Бишкек ош жолу бүгүнкү күндө кандай иштеген болсо, ошондой иштейт. Бул жолго дагы буга чейин кандай өзгөчө көңүл бурулган болсо, ошондой эле көңүл бурулат. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, көпчүлүк баягы айылдар, баягы калктуу конуштардын бардыгы ушул азыркы Бишкек ош жолунун жээгинде жайгашкан. Биз аларды эч жакка көчүрүп башка жол менен жүргүлө деген эч кандай жанагы бере албайбыз. Ошондуктан бул жол биз үчүн приоритет жолдордун катарында биринчи жол катары кала берет. Бул жол сөзсүз түрдө колдонулат. Биз бул жолду кандай гана кыйын болбосун, ошол ашуулар. Биз ал жолдорду сөзсүз түрдө ушундай эле эксплуатация кылып жүргүзө беребиз. Оңдой турган жерин оңдойбуз, кура турган жерин куруп, дагы деле мындан ары иштетип келе беребиз. Бишкек ош жолунда көп жылдан бери ошол азыркы Көлбаев атындагы туннелдин асты жагынан дагы туннел курса болот, ошону куруш керек деген ойлор, идеялар айтылып келген, бирок баягы финансылык мүмкүнчүлүктөр болбогондугуна байланыштуу бул баягы талкуу боюнча эле калып келген. Жеке мамлекеттик жеке өнөктөштүк программасы талкасында биздин ата мекендик компаниялар ушул проектиге кызыгып, өздөрүнчө бир топту түзүп, каржылык маселелерин өзүнчө чечишип, бүгүнкү күндө ошону куруу боюнча жоопкерчиликти алышты. Эгерде азыркы эсептер менен алганда 11 километрдин тегерегинде туннел курулат.
ошол сиз айткан азыркы Көлбаев туннелинин астынан 1 километр ылдыйдан башталат. Эгерде бул туннел курула турган болсо, мунун эч кимге мындайча айтканда зыян алып келбейт. Наоборот, биздин элге дагы бир жакшы шарттарды түзүп берет деген ойдобуз. Себеби дегенде 1 километр өйдө жака көтөрүлүп, кайрадан айланып туннелден ылдыйга түшкөнчө 11 километр менен бир 10 мүнөт 15 мүнөттүн ичинде суу самырга чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Бул дагы болсо биздин жарандарыбыз үчүн биринчиден убакыт экономдойт, жолго кеткен чыгымдарды экономдойт. Бунун пайдасы гана бизге тиет. Сөзсүз түрдө баягы мамлекеттик жеке өнөктөштүк программасы бул жол курулуп бүткөндөн кийин, ошол частный жеке партнер тарабынан курулуп бүткөндөн кийин ал сөзсүз түрдө кийин кандайдыр бир убакытка аны акы төлөнө турган принциптер менен аларга белгилүү бир убакытка берилет. Алар ошол убакыттын ичинде өздөрүнүн короткон каражаттарын ошонун эсебинен ордун тургузушат. Бүгүнкү күндө жолдун эки душманы бар. Биринчиси ошол оор жүк ташуучу машиналардын кесепетинен жолдорубуз бузулуп атса, экинчиси суу. Эгерде суу жолдо бир кандайдыр бир жаракка кетип ошол жерге суу кирген болсо, биз сөзсүз түрдө ал кышында тоңот. Жер тоңгондон кийин ал жолду асфальт болобу, цемент болобу, ал сөзсүз түрдө көтөрүп чоң жаракаларга алып келет. Ошондуктан суу дагы бир жолдун бир душманы. Сиз айтып аткан маселе боюнча жалпысынан мен кошулсам болот, бирок анын экинчи жагын да карашыбыз керек. Өзү негизи Кыргызстанда баягы айдоо жерлер кандай болсо дагы аздык кылат. Биз 90-95% толуу мамлекет болгондон кийин андай жолдорду кура турган болсок, анда биз өтө көп каржылык жактан, финансылык жактан каражаттарды жумшоого дуушар болобуз. Аны бардык эле мамлекет болобу, жеке өнөктөштөр болобу аны көтөрө албайт го деген ойдомун да. Эгерде жерибиз кенен болгондо ошондой жол кура турган мүмкүнчүлүктөр болсо, анда куруп койсок болмок. Ошондуктан бүгүн биз башка технологияларды дагы бүгүнкү күндө колдонуп, бир эле жол менен баардыгыбыз жүрсөк эле ошо азыр технологиялар ошолго мүмкүнчүлүк берип калды. Ал үчүн биз дүйнө жүзүндө жаңы жолдорго, жаңы битумдарга, модифицированный битумдарды колдонуу жолу менен жолдун прочностун көтөрүп, жакшы жанагылар менен иштеп келишип атат. Биз дагы акырындык менен ошого өтүшүбүз керек. Друзья, а вы знали, что трасса Бишкек-Ош еще и ведет к Парижу? Вот, например, Эйфелева башня. Ну, это долина Сусамыр. Здесь на самом деле есть местная локация, называется Париж. И даже в честь его поставили Эйфелеву башню. Здесь люди проезжают, это вход в Сусамырскую долину. Здесь вот долина огромная. И люди первым делом здесь заправляются, кто-то чинит машину, кто-то заправляет свой желудок. Мы остановились дозаправиться. Тут даже, знаете, даже заправка среди гор кажется каким-то оазисом. Существующая трасса Бишкек-Ош была спроектирована по стандартам советских времен. Дорожное полотно выдерживало осевую нагрузку до 10 тонн, а сам маршрут часто выходил из строя из-за перегрузок. Кроме того, дорога проходила по узким горным ущельям и имела низкую категорию трассы 3,4, что приводило к частым обрушениям полотна и большому износу покрытия. Все это означало дольше в пути, дороже доставка товаров и риск того, что целые районы окажутся частично отключенными в зимний период. Именно поэтому появилась идея альтернативного коридора, который уберет эти ограничения и даст стране запасную современную маршрутную ось. Там это получилось так, что географически, геологически расположено вот на территории горных массивов, и примерно половина людей проживает в южной части, половина населения в северной части
Кыргызстана. Поэтому вот одна дорога, которая соединяет северную и южную часть страны, это автодорога Бишкек-Ош, она вот на сегодняшний день с трудным положением справляется вот с существующей интенсивность дороги, потому что дорога была запроектирована и построена, она реабилитирована по параметрам 3-4 категории, двухполосная дорога. И нагрузки на ось дорог, оно было вот по старым нормам, это вот на ось дороги 10 тонн было по существующей автодороге. И интенсивность движения в последнее время, как вы все знаете, оно сильно увеличился поток грузовых транспортов, еще сами параметры грузовых транспортных средств тоже увеличились. В данное время у нас в Кыргызстане принято, как раз с началом этого проекта, принято на ось дороги 11,5 тонн на транспортные средства. Ранее было 10 тонн. 10 тонн была нагрузка, расчетная нагрузка. Поэтому вот острая такая необходимость строительства еще одной трассы, которая будет соединять северную и южную часть страны. Это самая необходимая острая проблема была. Поэтому вот была поставлена такая задача, что нужно запроектировать дороги, желательно самым коротким путем, и со всеми техническими требованиями, которые вот должен соответствовать вот сегодняшним реалиям нашей жизни. Существующие дороги Бишкек-Ош, это 3-4 категория дороги была существующей. И, как я упомянул, на расчетную нагрузку там была меньше. Поэтому в последнее время он в многих участках сильно начал разрушаться, требует еще дополнительных средств, которые нужно содержать, улучшать эти дороги. А вот при проектировании и строительстве альтернативной дороги север-юг как раз вот эти моменты были учтены. Именно вот нагрузка на ось расчетный увеличился с 10 на 11,5 тонн. Плюс параметры, это было принято решение по строительству дороги по вторым техническим категориям дороги. Не 3, 4, а именно по вторым техническим категориям. Это 4-полосные в населенных пунктах и двухполосная дорога, но ширина земполотна именно вот второй технической категории от 15 метров до 21 метр, это ширина дороги. А покрытие, она в населенных пунктах 4 полосы, а вот в ненаселенных пунктах 2 полосы шириной 9 метров. А где 4-полосное движение, там ширина до 17 метров, ширина покрытия дороги асфальтобетонного. Проект строительства разделяли на этапы сознательно из-за сложности рельефа, объема работы и источников финансирования. Деление по этапам позволило одновременно: первое – провести первичное устройство дорожного полотна на наиболее сложных участках. Второе – построить крупные инженерные сооружения. А также третье – завершить оставшиеся участки, включая защитные сооружения и доработку инфраструктуры. Такой подход уменьшает риски. На первых этапах обрабатываются технологические решения в самых трудных условиях. Затем те же решения тиражируются далее. Официально проект делили на 3, иногда даже 4 этапа. В первых 2 прокладывался новый профиль в трудной местности и закладывалась основа, а завершающий этап включает окончательную отделку, мосты и дополнительные защитные сооружения. Это позволило одновременно привлекать разные источники финансирования и подрядчиков и корректировать график работы по ходу дела. Почему строительство идет непросто? Причины – комбинация географии и техники. Большой объем взрывных и земляных работ в высокогорье, а также необходимость строить там, где раньше не было дорог. Еще играет большую роль сложный климат. Снежные лавины, селевые потоки и резкие температурные колебания требуют специальных защитных мер. Логистика материалов и техники в труднодоступные места тоже имеет очень большую роль. И самое важное – координация нескольких кредиторов, подрядчиков и государственных структур. Из-за этого сроки неоднократно корректировались. Часть строительных и защитных работ, например, дополнительные лавинные галереи и объезды, отложили до следующего этапа, чтобы довести проект до требуемых стандартов и безопасности.
Открытие Север-Юг несколько раз передвигалось в связи с строительной технологической особенностью нашего региона и климата. Основные работы по строительству дороги, в общем, были завершены в 2021 году, но за исключением туннеля на перевале Когарт работы передвигались. В связи с тем это была передвижка открытия альтернативной дороги Север-Юг. Как известно, при бурении туннеля внутри горных массивов внутренние гидрологические гидроособенности была затяжка строительных работ. Кроме того, в 2025 году было в целях обеспечения безопасных условий на данном участке альтернативной дороги Север-Юг от Казармана до Джалалабада было дополнительно предусмотрено 5 инженерных сооружений, это 2 галереи и 3 эстакадных мостов. Также в объезд в целях чтобы машины Север-Юг беспрепятственно, без пробок. Сейчас, как известно, сейчас везде пробки, машин много, интенсивности много. Чтобы создать более лучшие условия, Кабинетом министров Кыргызской республики было принято решение и профинансировано построить дорогу от села Сафаровка до села Барпы общей протяженностью 25 километров. Этот участок дороги начат в 2025 году. Ориентировочный план завершения конец 2026 года. Также 5 сооружений возле припортального туннеля планируется завершить в сезоне 2026 году. Строительство аэропорта никак не влияет к строительству, к реализации альтернативной дороги Север-Юг. Альтернативная дорога Север-Юг охватывала, планировалась в Тоғызторуйском районе и в Джумгалском районе. Там учитывалась глубина затопления от ГЭСов. Камбарата-1 и, получается, Тоғызторуйский ГЭС. При строительстве данной дороги дорога во многих селах, во многих местах пересекает села. В некоторых участках были работы по переселению. Это в Кочкоре. Дорога проходила через новый участок, через поля. Тогда было переселение. В селах Кочкорского, Джумгалского района тоже были небольшие уширения дороги. Там, так как на данных участках были работы по реконструкции, но в частности на участках от Джалалабада до Джумгальского района села Арал никаких переселений почти что не было, так как из 408 километров реализованного 171 километр – это новое строительство. На данном территории на протяжении 171 километров. То есть дороги вообще не было. При проектировании данной автомобильной дороги дорожная одежда чуть-чуть улучшена. Не чуть-чуть, сейчас по настоящим требованиям она повышена на 11,5 тонн на ось. Тем она лучше, она качественнее, и грузоподъемность более мощная. Новый участок Север-Юг проходит по живописным, но сложным горным ландшафтам. При проектировании трассы учтены все особенности рельефа. Дорожное полотно спроектировано по современным стандартам с расчетной осевой нагрузкой до 11,5 тонн на ось, что позволяет фурам перевозить на 15-20% больше груза, чем по старому маршруту.
Перевалы по новому пути ниже, а трасса гораздо шире, чем на традиционном пути через Бомское ущелье. Для преодоления рек и ущелий построены новые современные эстакадные мосты и тоннели, многие из которых являются самыми крупными в стране. Эти инженерные решения упрощают движение транспорта и повышают безопасность маршрута. На опасных участках нового маршрута, подверженных сходу снежных лавин, проложены специальные защитные галереи и укрепления склонов. По результатам мониторинга горных склонов власти приняли решение возвести 2 лавинные галереи и дополнительные эстакадные мосты на особо рискованных участках дороги. При строительстве также укрепляют склоны каменными подпорными стенами и стальными сетками по образцу Бомского ущелья. Такие меры обеспечивают круглогодичную проходимость трассы и снижают риск обрушения, что особенно важно для безопасности жителей удаленных регионов. Само слово «альтернативное» говорит само за себя, потому что есть у нас уже одна дорога, которая соединяет северную и южную часть нашей страны. Это наш знаменитый Ош-Бишкек. Здесь мы у въезда в туннель. Это в современной истории независимого Кыргызстана первый туннель, такое сооружение, да, которое построено за годы независимости. Тут он и рекордсмен для нашей страны, потому что длина его составляет 3890 метров, высота над уровнем моря 2500 метров над уровнем моря. Инженерно-технически очень сложно было здесь работать, потому что горные породы Кокардского перевала в том, что здесь в основном скалистые. Просто представьте, сколько объем работы, чтобы пробурить вот такой тоннель через скальные горы, да, и всю дорогу нас сопровождают скальные обрывы. Это очень сложно и с инженерной точки зрения. Но, тем не менее, наши работники справились, и уже в 2026 году, ко Дню независимости, дорога будет готова. Чыга турган жолдору жок мамлекеттердин катарына киребиз. Ошондуктан бизде биринчи кезекте өзүбүздүн транспорттук коридорлорду, эл аралык жолдорубузду реконструкциялоо биз үчүн приоритет болгон. Себеп дегенде товар жүгүртүү, жүктөрдү бир мамлекеттен экинчи, үчүнчү мамлекеттерге ташып өтүү. Ошонун катарында Кыргызстандагы ошонун пайдасын көрүү болуп, ушул баягы эл аралык транспорттук коридорлорго биздин жанагы донорлор тарабынан, финансылык институттар тарабынан биринчи кезекте каражаттар бөлүнүп берилип келди буга чейин. Ошонун жыйынтыгында жол тармагында бир топ каражаттар бөлүнүп, бүгүнкү күндө ошол эл аралык транспорттук коридорлор баардыгы реконструкциядан өтүп бүттү. Анын жыйынтыгында бүгүнкү күндө биз Кытай менен Кыргызстандын ортосунда 2 өткөрүлмө пункт иштеп келген болсо, ал жолдор аркылуу биз өзүбүз эле эмес, кошуна мамлекеттер да пайдаланып келишти. Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан аркылуу өздөрүнүн жүктөрүн ташып, андан ары Түркменистан, андан ары Турцияга, Европага чейинки жүктөр чыга башташты. Бүгүнкү күндө 2 транспорттук коридордагы бүгүнкү жолдон өткөн товарларды көптүгүнөн мындай толук жетишпей аткандыгына байланыштуу мына 3-чү транспорттук коридорду дагы ачуу былтыркы жылы мындайча айтканда процесстер башталып, Барскон Бедел жолдун курулушу да башталды. Буюрса, бул жолдун да курулушу 2029 жылдын август айларында бүтөт. Ал жактан да 3-чү транспорттук каттам Кытай менен Кыргызстандын ортосунда ачылат. Бул дагы сөзсүз түрдө Кыргызстандын экономикасына өзүнүн аябай чоң салымын кошуп деген үмүттөбүз. Себеби дегенде бул жол аркылуу жол 500 чакырымдай кыскарат азыркы жолдорго караганда. Экинчиден, ал жака Кытайдан Кыргызстанга келүү мындай убакыты жагынан дагы бир топ экономияга алып келет. Ошол эле учурда бизде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу дагы темир жолу курулуп атат. Бул темир жол аркылуу дагы азыркы этапта бир 15 миллион тоннадан тегерегинде жүк ташылат деп эсептөөлөр көрсөтүп атат. Эгерде бул жолдор жакынкы аралыкта өзү жол бүткөндөн кийин эксплуатацияга берилсе, бунун Кыргызстан үчүн пайдасы, экономикага тийгизген таасири өтө чоң болот. Ошолордун катарында биз айтып аткан түндүк-түштүк жолу дагы ошолор менен теңме-тең иштейт. Иштеп берет. Бул биринчиден баягы
Кыргызстандын ичи үчүн дагы бул аябай жакшы мындай биз үчүн ыңгайлуу коридорлордун бири болуп эсептелет. Азыркы Бишкек ош жолуна альтернатива катары. Себеби дегенде Бишкек ош жолу катары Бишкек ош жолуна бир 3 ашуудан өтсөк, а бул жакта андай ашуулар почти жок эсе. Эстакадные мосты, это, да, во второй, много мостов, в том числе больших мостов, это вот на второй фазе построено 2 больших мостов, это впервые у нас в Кыргызстане тоже был вот один из уникальных решений, уникальные мосты были построены, один вообще пролетом 1100 метров, второй 500 метров, вот 2 моста. Ну, технология, во-первых, вот этот мост, где находятся мосты, там климатические условия не так суровые. Поэтому само вот именно если по эстакадным мостам посмотреть, там вот климат такая, что снег небольшая, не всегда бывает. Вообще вторая фаза направления, когда во второй фазы было выбрано, это территория, где именно вот осадки, особенно снежные осадки, поменьше. Намного меньше, чем вот в других участках или по автодороге Бишкек-Ош. Вот такие моменты тоже было учтено при проектировании, при изыскании. Но есть, конечно, и недостатки, потому что вот где вторая фаза, это от села Арал в Джумгальском районе до Казармана. Это 100 километров, это общая протяженность второй фазы. Там вот, на реке Нарын и Кокомерен запроектированы большие гидроэлектростанции. Поэтому там увеличение объемов получилось на этом участке, потому что если не было бы вот этой гидроэлектростанции и бассейн водохранилищ, то уровень дороги, который протекает по этим участкам, должны были вот намного ниже. То есть вот в террасах именно этих рек должны были, там намного легче было бы и проектировать, и строить. А сейчас, учитывая вот это водохранилище, дорога запроектирована на склоне горного массива. Соответственно, на склоне горного массива там и осыпи есть, и большие объемы земляных работ там было. Поэтому некоторые трудности в этом отношении тоже были. Но проблема именно вот с содержанием мостов там нету, потому что сейчас вот даже обслуживание, содержание дорог при эксплуатации, и в том числе мостов, это несложный процесс. Есть материалы, которые вот применяется при содержании, когда вот снег выпадает, материалы, которые используются этим. Поэтому в отношении содержания вот, и зимний период в мостах такой сложности нету. Есть проблемы, вот, которые я вот говорил, то из-за того, что вот на склоне была запроектирована дорога, там есть участки трудные, которые большие объемы работ по выемке скальных материалов было. Там вот в проекте не полностью была учтена именно защитные мероприятия, потому что контракт был подписан вот на фиксированных условиях, фиксированная сумма была, дополнительное увеличение не было предусмотрено, и контракт был подписан вот, на материалах технико-экономического обоснования. А вот именно рабочая проектная документация была проведена в период строительства. Поэтому вот когда вот проектные работы сделаны, там из-за того, что фиксированная сумма, средства чуть-чуть не хватило. Но потом вот было принято решение, вот правительство на эти вещи сейчас обратило внимание, дало задание Министерству транспорта, и вот в этом году начали там строительство, где вот проектом не было предусмотрено сооружение, которое защищает от селевых или вот лавинных явлений. В этом году начали строительство, дано задание Министерству транспорта завершить все эти работы, где вот по безопасности, увеличение мероприятий по безопасности транспортных средств.
В этом году определенная работа сделана. Планируется вот до конца следующего года завершить полностью вот эти мероприятия. Новый маршрут значительно улучшит связи между регионами и условия жизни горных сообществ. В частности, удобство и комфорт. Перевозка пассажиров и грузов станет гораздо комфортнее, сокращаются затраты времени и повышается регулярность рейсов. Туризм. Альтернативная дорога открывает доступ к живописным уголкам Кыргызстана. Теперь проще добраться до каньонов села Өрнөк, слияния рек Нарын и Кокомерен или горного заповедника Саймалуташ. Эксперты прогнозируют рост туристического потока в Высокуйскую область благодаря сокращению времени в пути. Жители удаленных высокогорных регионов получают постоянный доступ к основной сети дорог. Ранее многие села в зимний период были отрезаны от центра, а новые лавинные галереи обеспечивают беспрепятственный проезд в любое время года. Это улучшает снабжение населенных пунктов и повышает качество жизни в горах. На проектах такого масштаба всегда присутствуют международные кредиторы и подрядчики. Это часть глобальной логики инфраструктуры. В конкретном случае крупную долю финансирования обеспечивали международные институты и зарубежные банки. Средства и кредиты шли от крупных игроков международного уровня, чтобы обеспечить объем работы и техническую экспертизу. Такое партнерство объясняется несколькими простыми мотивами. Первое. Экономический интерес. Надежные наземные коридоры облегчают торговлю и конкурируют с более дорогими или долгими маршрутами. Инвесторы видят в этом упрощенный транзит и перспективу роста товарооборота. Второе же – геополитика и региональная взаимозависимость. Для соседних держав и региональных союзов, включая страны Евразийского экономического пространства и крупные инвесторы, важно иметь стабильные сухопутные маршруты для товаров, а также людей. Чем стабильнее коридор, тем выгоднее экономическая интеграция. Ну и, наконец, третье – техническая экспертиза и масштаб. Большие строительные фирмы и банки обладают техникой, опытом и возможностью распределить риски. Это критично при работе в горах. На практике это выглядело так. Основную часть кредитного финансирования и крупные подрядные контракты получили международные кредиторы и зарубежные строительные компании, что позволило привлечь необходимую технику и технологии, недоступные в полном объеме внутри страны. И в таком сложном проекте ничего не получилось бы без партнерства. Россия все так же остается ключевым партнером Кыргызстана в ряде областей, таких как торговля строительными материалами, поставка техники и участие российских компаний и инвесторов в проектах инфраструктуры, регулярная практика. Коммерческие и государственные структуры выражали готовность участвовать и оказывать поддержку в крупных проектах, в том числе по линии инвестиций и технического сотрудничества, через поставки спецтехники, материалов, а также сотрудничество частного бизнеса и государственных учреждений по смежным вопросам – логистики, сервис и транзит. Такое участие обычно происходит в рамках общего распределения задач между партнерами. Одни дают финансирование и тековую силу для крупных земляных и туннельных работ, другие же – поставку материалов, техники, гарантии экспорта, импорта и техническое сопровождение. Что важно понять нам с вами? То, что дорога Север-Юг – это проект, который в долгосрочной перспективе может сильно развить страну. Например, дорога сделает перемещение быстрее и безопаснее. Также стоимость перевозки и стоимость товаров могут снизиться. Еще появляются новые рабочие места и улучшится доступ к рынкам. Проект реализуется с международной поддержкой, но в первую очередь служит интересам граждан и регионов страны. Строительство альтернативной дороги Север-Юг – это не просто технический проект и не только расчеты тонн, километров и сроков. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой түндүк түштүк жолу 2014-жылы башталган. 2024 мына даже 25-жылга толугу менен бүттү. Жалпы жолдун узундугу 433 километр, бирок проектиге кирген бөлүгү 408 километр болчу. Мына бүгүнкү толугу менен бүттү. Болгону Барпы Сапаровка узундугу 25 километр болгон бөлүгү каржы булактары жок болгондугуна байланыштуу бул проекттин алкагында жасалбай калды. Бирок аны бүгүнкү күндө республикалык бюджеттин эсебинен президентибиздин туруктуулаштыруу фондунун эсебинен 25-жылы каражат бөлүнүп берилди. Курулуш иштери жүрүп атат. Негизинен алганда бул түндүк түштүк альтернативдик жолу 3 фазадан турат. Биринчи фазасы Жалал Абад шаарынан Казармага чейинки бөлүгү, экинчи бөлүгү
казармандан Арал айылына чейин, андан 3-чү бөлүгү Жумгал районунан Кочкор районуна чейин болуп эсептелет. Экинчи, 3-чү бөлүгү толугу менен бүттү. Бүгүнкү күндө бул жол аркылуу каттамдар жүрүп атат. Ал эми биринчи фазасы менен айта турган болсок, бүгүнкү күндө биринчи фазасында өзүңүздөр билесиздер, Көк Ар ташуусунда 3,7 километрлик туннель кошо бүттү. Туннелдеги жол иштери, туннелдин курулушу толугу менен бүттү, бирок бүгүнкү күндө эксплуатацияга бериле элек. Себеп дегенде, ал жерде бул проектиге кирбей калган кооптуу участоктарда азыр дагы кар көчүүсүндө сактоочу жабык типтеги галереялар, анан эстакадный көпүрөлөрдүн курулушу жүрүп атат. Ошол көпүрөлөрдүн бүткөндөн кийин гана бул участокко жол каттамын берүү боюнча буга чейин айтылган. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча ар түрдүү материалдарды ташуу боюнча бир атайын техникаларды гана өтүүсүнө гана кээ бир учурларда уруксат берилип атат. Ал бул жайкы мезгилде. Кышкы мезгилде азыр күндө туннель толугу менен жабык турат. Бул жол келечекте эл аралык жолдордун катарына сөзсүз түрдө кирет. Азыркы учурда биздин муну ички жарандарыбыз колдонуп келатат. Айрыкча ошол Тогуз Торон району, Жумгал району, андан ары Кочкор району жол мурункуга караганда 4-5 саатка кыскарды десек жаңылышпайбыз. Мурун эгерде нарын аркылуу казарманга 7-8-10 саатта бара турган болсо, бүгүнкү күндө 4 саат, 5 сааттын ичинде казарманга биздин каттоочулар жетип атат. Для Кыргызстана это вызов, который мы приняли, несмотря на горы, климат и огромные расстояния. Это попытка доказать, что даже в условиях сложного рельефа и ограниченных ресурсов можно создавать инфраструктуру, меняющую судьбы регионов. Но самое главное – это шаг в новую эпоху. Эпоху, где дороги – это не просто полосы асфальта, а линии, соединяющие людей. Где транспортная доступность – это доступность к возможностям, к образованию, медицине, к бизнесу, культурному обмену. Ведь когда север и юг связаны надежно, расстояние перестает быть препятствием. Эта дорога делает нас ближе не только географически, но и человечески. Она открывает шанс для жителей южных областей увидеть Иссык-Куль без долгих переездов. Для северных предпринимателей же сотрудничать с рынками Аша и Джаллабада. Для семей не ждать сезонной погоды, чтобы навестить друг друга. И, если честно, теперь у нас появляется уникальная возможность. Северянин может жениться на южанке. Или же наоборот, не теряя суток в дороге. А все благодаря альтернативной трассе. Мы можем улыбнуться этой шутке, но за ней скрывается серьезный смысл. Связь между людьми становится прочнее, а это самый важный результат. И если раньше горы разделяли, то теперь дороги объединяют.